Всем привет, ребят! Я тут снова на кухне. Пеку. Блин, растительное масло закончилось, как назло. Чтобы помазать этот противень. Тонким слоем. Сейчас вторую партию закину. Вот такие. Покажу. Вот такие сочни пеку. Очень вкусные получаются. Из картошки. Самый простой рецепт. Я видео показывал. Если не забуду, в описании тоже выложу. В принципе, такое же видео и сейчас будет. Там полностью я показывал, что и как делал. Картошка уже остыла. Конечно, как сказать, для этого надо хорошая русская печка, большая. И тогда туда больше, вот скажем, можно одним разом все больше противня туда поставить, или же формы. Вот такие лепешки. На улице вообще непогода. Как-то кратковременные дожди идут. То начинается дождь, то перестает, ветрено. Хочется в лес сейчас уже сходить. Но сегодня 14 число получается. Да, 14. Но я сижу дома, жду 17 числа. Как бы там еще будет розыгрыш на лицензии на лося. Хочу попробовать, может получится там лицензию взять. Вот. Чтоб сходить на охоту на лося. Показать вам что-нибудь, получится или нет. Ну, вот такие не крупные, такие маленькие лепешки так сделаю. Очень вкусно так получается с этим, с чаем там попить. Сытное также. Вот. Сегодня выкладываю я заключительную серию про поход в Троеизбу. И надо сейчас сходить, уже все. Как бы теплые дни ушли. И, как сказать, сейчас уже интереснее становится в лесу находиться, как бы прохладно на улице становится. И, скажем, охоту открывают вообще в августе, считай. Комаров много там. Да и утка вообще. Утка и, скажем, птица, она слабая еще. Поэтому не стараюсь я первое время ходить. Мне это не интересно, такая охота. Утки, конечно, глупые, быстрее там легче добывать, но, знаете, вот они только на крыло встали, скажем, ну полмесяца они там летают и уже охоту открывают. Также на боровую птицу. На боровую птицу также, сейчас считай, с 1 сентября открыли у нас в Коме. Я один раз в группе, в дуплете написал там. И я говорю, не раньше 15-го надо открывать. Ну там сразу в камень мой огород закинули. Кополух я стреляю, там еще что-то там.
Короче, я уже вообще не знаю, куда, что, какие комментарии оставлять. Везде, везде, вот сразу, вот моментально, многие меня знают и сразу начинают писать там нехорошее. Многих я уже забанил на своей странице. Вот. И меня находят на других каналах, там уже как могут, там всяко разные фигнюшки пишут. Вот. Но это ничего страшного. Насчет боровой птицы, конечно же, я против весенней охоты на боровую птицу. Ну и осенью, скажем, не раньше, чтобы 15 числа открывали охоту. Да, и охотники сейчас сколько уже по лесу ходят там. Также, ну, боровая птица, она такая, что до своего времени они все равно находятся в таких непроходимых местах, в сырых местах они обитают. И уже к осени, вот уже когда начинает там листва желтеть, там начинают они с этих мест подниматься на ягелевые места, где более сухо, там питаются они брусникой, черникой. Но в основном черникой, конечно же. И вот только вот в эти дни, вот сегодня 14 число, и слухи пошли, что уже начинают они появляться. Вот. Я сейчас в город ездил с ночевкой также. Не знаю, кто-то видел, не видел меня. Может, мою машину где-то видели. И вот, когда я ехал в город, там, короче, одна белка перешел как сказать, дорогу. И еще, как сказать, один рябчик еще, когда обратно уже ехали, один рябчик перелетел. Вот. А вообще мало, в этом году очень мало. В прошлом году частенько я видел птиц. Ну вот, так выглядит. И обязательно надо вот дырочки так сделать. Потому что я не знаю, почему они набухают, поднимаются, набухают. А так дырочки делаешь и все четко. Вкусно. Ну и закинем в духовку. Вот так. Кто из моих подписчиков смотрит мои видео, не знаю, заметили или нет, немножко мы обои там косметический ремонт сделали, обои поменяли тут. И у меня тут еще стояла возле плиты этот ламинат. А сейчас на скорую руку жестянку так поставил. Просто не знаем, что брать вот сюда. У меня тут гипсокартон. И что туда прилепить такое вот, чтобы хорошо смотрелось. А временно вот эту жестянку прикрепил. И думаю, лет там 2-3, может 5, эта жестянка будет стоять. Ну и пускай стоит. Мне он не мешает. А сегодня вон, ребят. Действительно, попробуйте, не пожалеете, если приготовите, попробуйте приготовить. С любой с картошкой. Но, знаете, вот, бывает там в городе к матери я заезжаю, и бывает иногда она, ну, в основном мы свою картошку тоже туда возим, а иногда бывает она покупную берет, и картошка какая-то вот в суп я кушаю, картошка не разваливается, такая вот кубика какие-то вот. Ну, как режешь, такая форма и держит. А у нас вот с нашего города, как бы, если ты Аврора, вот сейчас у меня сорт. Настоящая картошка Аврора, вот хороший сорт. И она чуть-чуть разваривается. И желательно вот для такой выпечки вот картошка, чтобы идеал был, или же Аврора, или еще другой сорт, чтобы немножко разваривалась. И с этой картошкой, вот, когда ты мешь там этим, как сказать, палкой там,
толкучка или что-то. Она что без комочков стала. Ну, в принципе, думаю, любая картошка подойдет. Но чтобы не кормовая вот эти, что народ кормят там этим в магазинах. Вот. У меня в этом году картошка Аврора уродилась. И жаловаться не буду. Для картошки самая главная погода это тепло. Как и всем другим урожаям, тепло. Это в прошлом году, вот скажем, дождливое лето у нас было, очень дождливое. И у многих, скажем, в селе у 80% не уродилось картошки. А у нас вот Аврора, хороший сорт, вот этот Аврора, и он дает плоды в любую погоду. Даже как-то я думал, зачем я говорю людям Аврора, сорт Авроры, думаю, надо было сорт Арсениолегом назвать. Арсенальным или еще каким-то. Пусть свой сорт какой-то будет. Просто вот, скажем, в магазинах продает, как бы я рекламу дал, вот этот, хвалил свою картошку, там хорошая картошка, и в магазин побежали сейчас народ покупать сорт Авроры. А знаете, под сортом Авроры всяко разное может тоже могут продать. Может там рябинушку продадут вместо Авроры. Человек ведь не знает, берет вот такие семена маленькие, вообще маленькие. И также урожай не будет давать. Вот. Ну что, я жду, короче, дальше буду вторую партию, дождусь, когда все румяным станет, вытащу. Вчера также съездили мы на рыбалку с Никитой. Рыбалка такая не ахти получилась, как всегда. Ну, как все как было, я также видео сделаю, покажу. Там уже будем читать комментарии, какие мы рыбаки. Вообще выдолбали уже всю рыбу тут. И этот, от села недалеко там ездили. Часа 3, наверное, рыбачили мы. Да, каждый нормальный человек, то может держать в руках удочку там от села, там километра 3, там ходит, ездит. И считай, каждый хочет что-то поймать. И уже остались на самые хитрые рыбины. Основное там все уже выловили. Все, никак не выловишь, конечно же. Это так, к слову я сказала, не берет рыба. Вот. Еще дня 3, наверное, такая погода будет. Завтра хотел съездить, думаю, завтра с ночевкой поеду. Но потом смотрю, погода вообще не очень, и дождусь, наверное, 17 числа, может. И если получится там с лицензией что-то. Вот. Ну все, ладно, ребят. Я дальше буду печь такие сочни. А вы смотрите мои видео дальше. Всем пока.